Россия давно готовилась к санкциям и экономически, и инфраструктурно. Накопленные резервы. Что происходит в Башкортостане? С марта заработал антикризисный штаб, который работает в правительстве республики. Обсудим подробно прямо сейчас, что будет с ценами на продукты питания и какие антикризисные меры разрабатываются вместе с гостем программы интервью. Сегодня с нами Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам на программу, несмотря на плотный график в эти дни. Резервы в Башкортостане есть ли, и работа антикризисного штаба, на что направлены сейчас основные действия? Ну, вы знаете, Республика Башкортостан – это все-таки аграрная республика с довольно-таки хорошо развитым сельским хозяйством. У нас довольно-таки большое количество населения проживает в сельской местности, работают именно в плане сельского хозяйства. Поэтому здесь мы каких-то особых переживаний для себя не видим. Мы на еженедельной основе мониторим ценообразование и товарные остатки наших торговых сетей, причем как республиканских, так и федеральных. И скажу так, что по данным последнего мониторинга, которые были буквально позавчера, мы видим, что да, цены на отдельные продукты с начала года растут, но они растут в рамках тех инфляционных процессов, которые у нас были и в допандемийный период. А то, что касается товарных остатков, то они на сегодня также соответствуют допандемийным значениям. Это стандартно, как у нас было в принципе в предыдущие годы. То, что касается рублевого эквивалента, это порядка 45 миллиардов именно продуктов, я сейчас говорю о продуктах питания. И то, что касается работы, это порядка 36-38 дней в зависимости от срока годности того или иного продукта. Поэтому мы на сегодня каких-либо явлений, которые отличаются от недели назад, месяца или полугода назад, пока не наблюдаем. Ну, то есть работа идет в плановом режиме, и, грубо говоря, вы сейчас дополнительно просто держите руку на пульсе. Да, все верно. Опять же, нужно понимать, что торговля – это довольно-таки динамичная отрасль. И мы видели, что наш ритейл, республиканский, федеральный, довольно-таки активно справлялся со всеми теми вопросами, которые у нас были в начале пандемии, когда у нас был повышенный спрос, и наша задача была не допустить дефицита полок. Мы с этим удачно справились, я считаю. Также не допустили резкого скачка цен на продукты, как раз именно за обеспеченность, и в том числе за счет того, что на рынках как республиканского, так и федерального ритейла присутствует довольно-таки большое количество товаров именно местного производства. Вот, кстати говоря, следующий вопрос про продукт Башкортостана. Этот бренд активно развивается уже несколько лет. Да? Как чувствуют себя местные производители? Общаетесь ли вы вообще в контакте с ними? Да, у нас происходит постоянное общение, причем это общение я бы разделил, наверное, на два направления. Первое – это некая такая консультационная работа. У нас активно работает проект «Школа торговли», где мы как раз знакомим наших производителей с основными тенденциями на рынке ритейла, потому что часто, когда к нам приходят производители и с желанием, естественно, попасть на полки федеральных либо региональных игроков, в первую очередь им нужно ознакомиться с теми требованиями, которые та или иная сеть выставляет для своего поставщика. Ну и, конечно же, это постоянное взаимодействие с нашим ритейлом и производителям. Буквально на днях у нас была очередная торгово-закупочная сессия, где присутствовало довольно-таки большое количество наших производителей. Было порядка 8 торговых сетей, представителей, где как раз они могли между собой в таком плотном диалоге пообщаться, познакомиться, показали свой товар, были в том числе и проведены дегустации, и по результатам будут заключены договора о поставках. Еще один участник торговли – это покупатели. Как вы узнаете, что их беспокоит? Здесь, наверное, все-таки больше работа именно с ритейлом, потому что ритейл как раз является тем интерфейсом, когда мы можем получить обратный отклик. Ну и, конечно же, это социальные сети, это те мессенджеры, которые у нас есть. У нас на сегодня активно работает отдел по защите прав потребителей. Если у потребителей есть какие-то сомнения в качестве, скажем так, оказанной услуги, то они всегда могут позвонить на нашу горячую линию, получить необходимую консультацию, помощь и в том числе юридическую поддержку. Рост обращений не фиксируете? Нет, на сегодня мы не наблюдаем каких-либо изменений от нашей обычной, скажем так, стандартной деятельности. Ситуация спокойная? Да. Работа антикризисного штаба. Как все проводится? Мы понимаем, что и пандемия тоже требовала таких форматов работы, да? Отличаются ли они сейчас? И скажите, пожалуйста, когда вы узнаете, какая задача назрела, как ее решать? Внутри, пожалуйста, как это у вас внутри решается? Вы знаете, здесь я бы, наверное, сказал, что это не только в рамках антикризисного штаба, это наша стандартная работа, потому что мы должны очень плотно общаться с нашей отраслью. Это и общественное питание, и сфера бытовых услуг, и, естественно, ритейл. Причем ритейл у нас довольно-таки распространенный. У нас есть как крупные федеральные игроки, так есть и магазины шаговой доступности. Также они находятся кто-то в городе, кто-то в сельской местности. Поэтому наша задача плотно общаться
со всеми отраслями для того, чтобы понимать ту проблематику или те предложения, которые им необходимо либо в данный конкретный момент что-то там улучшить, либо какие-то системные задачи, которые необходимо решить с точки зрения развития торговли. И в этом плане как раз вот именно постоянное общение помогает нам принимать верные управленческие решения. И если брать, вот у нас пришли сейчас первые отчеты прошлого года, мы считаем, что за последние 2 года нам удалось наладить диалог с нашей отраслью, потому что у нас, во-первых, за 2021 год впервые объем розничной торговли перевалил за 1 триллион рублей, причем я говорю в сопоставимых ценах 2020 году, то есть это не за счет инфляции, это за счет именно увеличения продаж. Во-вторых, у нас впервые оптовый товарооборот превысил розничный, и мы по сравнению с допандемийным периодом увеличили его на 250 миллиардов. Это очень хороший показатель. А что стало точками роста? Вот то, что касается оптового оборота, это как раз активное развитие нашей логистической структуры. Потому что еще 2 года назад, когда мы анализировали рынок, мы понимали, что у нас есть недостаточность именно в оптовых распределительных центрах, оптовых рынках. Мы как раз принялись системно решать этот вопрос. И одна из задач в указе главы республики по экономическому и социальному развитию — это как раз улучшение логистической структуры. На сегодня мы активно работаем в том числе и с инвесторами на разных стадиях. У нас есть оптово распределительные центры, которые уже были введены в эксплуатацию в прошлом, позапрошлом году. И как раз вот именно новые площади позволили увеличить товарооборот. И плюс мы видим, что на сегодня торговля является некой такой стабильной сферой, которая позволяет в том числе и активно инвестировать. У нас на сегодня за прошлый год, вот пришли свежие данные, что отрасль торговли приросла по инвестициям на 22,5% по отношению к 2020 году. Несмотря на то, что достаточно развитый рынок и так у нас был в республике, именно торговли, остаются ли оптимистичными перспективы дальше, Алексей Николаевич? Да, конечно, наша задача расти, развиваться, причем более того, наша задача развиваться не только внутри республики, но и стать неким таким логистическим центром для других субъектов Российской Федерации, для наших соседей, потому что в этом случае республика имеет такое уникальное географическое положение. Во-первых, в радиусе 500 километров у нас находится 5 городов-миллионников, это как раз дневной переход фурой, и плюс мы один из немногих субъектов Российской Федерации, который имеет сразу 3 федеральные дороги, это М5, М7 и 240. То есть мы являемся неким таким логистическим центром, наверное, можно так сказать. И это как раз позволяет нам говорить о развитии торговли. А то, что касается внутренней торговли, здесь у нас тоже действует и активно развивается программа развития придорожного сервиса. Она направлена на то, как раз, чтобы создать удобства как для наших туристов, так и для транзитного потока транспорта, который движется через республику. Ну, естественно, развивать внутреннюю торговлю. Кооперация, есть ли новости в этом направлении? Да, у нас как раз мы видим, что именно большой толчок для развития потребительского рынка может дать в том числе развитие потребительской кооперации на базе нашего союза башкирских потребительских обществ. Кстати, вы его и возглавляете теперь. Да, в ноябре месяце были выборы, где меня как раз с общим количеством голосов избрали на должность председателя совета Башпотребсоюза. Планы какие у вас? У нас буквально остается 2 минуты. Вот очень интересно, как вы будете развивать Башпотребсоюз и кооперацию как драйвер развития сельского хозяйства и торговли, и в целом экономики региона. Основные направления, основные задачи, которые ставим, это традиционные отрасли, которые, естественно, нуждаются в модернизации. То есть это привлечение, во-первых, как инвестиций в данную отрасль. О каком объеме идет речь, необходимом инвестициях? Мы сейчас как раз формируем нашу стратегию развития до 2024 года, где будут уже полностью посчитаны все те инвестиционные проекты, которые нам необходимо реализовать, чтобы мы могли уже показывать нашим потенциальным инвесторам те потенциальные рынки сбыта и потенциальные интересные, скажем так, направления, где они могли поучаствовать. Извините, перебила. Помимо инвестиций, что еще? Основные направления, которыми мы занимаемся, это, естественно, оптовая торговля, это, естественно, розничная торговля, это традиционная для Башпотребсоюза, в принципе, для потребительских обществ, это заготовительная деятельность, причем здесь несколько направлений, это как работа с вторсырьем, работа с излишками фермерских хозяйств, как раз задача по увеличению представленности нашего товара на полках как регионального, федерального ритейла. И, конечно, заготовительная деятельность в плане дикоросов, потому что здесь республика также имеет уникальную природу, у нас очень большое разнотравие, и мы здесь можем стать конкурентами, серьезными конкурентами тем субъектам Российской Федерации, которые традиционно развивали эту отрасль. Вообще инфраструктура, она насколько требует модернизации, вложений?
Везде по-разному. У нас довольно-таки большое количество объектов, которые действительно требуют модернизации. Ну и опять же нужно понимать, что новые методы, новые формы торговли, новый внешний вид, который сейчас также очень востребован покупателям. Поэтому как раз вот именно те новые формы, которые на сегодня востребованы на рынке, мы как раз должны в наше потребительское общество привнести для того, чтобы повысить их конкуренцию на данном рынке. Ну, то есть мы опять приходим к выводу, что любой кризис – это и возможности новые. Однозначно. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев. И мы говорили о том, какова ситуация сейчас на продовольственном рынке в Башкортостане. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.